учим своих детей тому, чему учили нас наши родители, передаем какие-то заветы, делимся своими собственными жизненными открытиями и передаем те задачи, те мечты, которые сами не успели осуществить. Поразительно. Я эту светлую идею хочу осуществить у себя на родине, в Якутии. И тут действие перемещается в Санкт-Петербург. Доброе время суток, вас приветствует Якутск, меня зовут Владислав Левочкин, и я люблю литературу так же, как любите ее вы. Мы продолжаем наши мастер-классы в рамках школы драматургов «Арктики», и мы благодарим наших партнеров в лице фонда президентских грантов, фонда «Тотального диктанта» и музейного комплекса «Россия. Моя история» за возможность съемки наших выпусков. Мы встречаем наших гостей в очередной раз. У нас как именитые драматурги гостят, так и начинающие авторы. Сегодня у нас в гостях как раз-таки восходящие звезды якутской драматургии. Это Ираида Попова, Утум Захаров и Надежда Ильина. Давайте поаплодируем. Наша школа посвящена памяти якутского драматурга, писателя, лауреата Большой литературной премии России Василия Егоровича Харсхала. И сегодня мы посмотрим читку фрагмента его пьесы «Ледоход». Напоминаю, что в постановке Екатерины Никитиной мы слышим выступления наших ведущих артистов Санкт-Петербургской сцены, и читки наших авторов состоялись на ледоколе «Красин», который стоит на приколе на реке Нева. Вашему вниманию. Василий Никифорович, это я, Алексей, отзовитесь. Вы, оказывается, здесь. Ох, и напугали же вы меня. Утром встала, вас нет. Почему вы один через протоку переправились? Сынок, это мой родной дом. Здесь я вырос, родился и вырос. Тут на просторах Бюльтегера прошли мои самые счастливые и горестные, тяжелые годы. Сынок, там в амбаре есть топорик, вынеси его. Возьмем с собой. Воспоминание первое. Молодой Василий и молодая Катерина. Дети, сидите в лодке, не шалите. Василий, на вот попробуй ягод черемухи. Как вкусно. А что за столбы ты тут поставил? А подумай сама, для чего они и почему я все вожусь с ними? Ну, наверное, чтобы сильным стать. Да, для физической работы, конечно, нужна сила мышц. Но сильнее физической силы есть другая сила. Сила ума, сила знаний. Здесь, в Бюльтегере, во время половодья, весной, вода, говорят, поднимается до самых краев и затопляет всю деревню. А мы сколько живем, тут такой воды не было. Ледоход миновал наш Бюльтегер. Вон, посмотри на деревню ямщиков на том берегу. Живут себе, поживают со времен Петра Петрова и не боятся ни огня, ни потопа. Не говори так, Катерина, мы ведь не ямщики. Мы дети сурового края. И потому только своим трудом и усердием можем выжить тут. Кто знает, что еще будет. Я, чтобы защитить наш новый дом, наше гнездо, поставил эти столбы. Ограждение от ледохода. Муж мой родной, дорогой, я рожу тебе 9 сыновей и 8 дочерей, и тогда ты не будешь один таскать эти тяжелые бревна. Тебя будут всегда окружать 9 опор, 9 парней-журавлей и 8 заботливых дочек-стерхов. Они за тебя всегда будут столбами. Женушка моя дорогая и любимая, наши дети с тобой будут обязательно образованными. Силой ума, образованностью станут они на одну ступень с другими народами, и тогда будут вести себя с ними на равных, представляя себя как народ Саха. Да, так обязательно будет. Воспоминание второе. Василий, Гаврил и Наталья. Сынок, послушай, что скажет тебе отец. С давних времен, как бы ни менялась власть, ни при каком бы царе ни жили, есть незабываемые законы и правила, и поменять их многого стоит. Отец, я понял, что ты хочешь сказать мне. Мы народ Саха. Если будем стоять в стороне без участия, то останемся просто ни с чем. У нас мало образованных людей. Мы должны знать хорошо закон, чтобы отстоять государственность и свои права, чтобы вести свой народ по пути дальнейшего развития. Твое предназначение в другом.
Тебе не стоит заниматься политикой. Лучше твоими знаниями, твоим острым умом прославлять свою нацию. Отец, ты все правильно говоришь. Но не я сам выбрал это. Время выбрало меня. В учредительном собрании нет ни одного представителя народа Саха, кто бы мог знать их жизнь, вероисповедание, представлять его интересы, хорошо зная законы государства. Я слышала ваш разговор с отцом. Значит, ты в пользу народа отдаляешься от меня. Что ты, Наташа? Ты у меня только одна. Как я знаю, люди, занимающиеся политикой, не обустроены в жизни, не имеют семьи. Наташа, я живу земной жизнью и работаю, придерживаясь демократическим, гуманным законам. Ну а я? Ну а ты моя, Натали, мой ангел-хранитель. Моя земная жизнь принадлежит только тебе. Наше время. Комсомолец и Василий. Я тут шкатулку нашел. Вот письмо какое-то, написано странно, будто ворона ходила. Непонятные буквы. Это письмо из Шанхая, от Константина. Прочти его. Дорогий отец Василий Никифорович, мать Екатерина Максимовна, у меня все хорошо. Сейчас я живу в Шанхае. Здесь все пахнет рыбой. Запах морской рыбы совсем другой. Я учительствую. Преподаю русский и французский языки китайским детям и учу их музыке. И по совету брата Гани хожу на кружок ориенталистов, изучаю этнографию местных народов. Как там сестры? Пишет ли Аркадий? Отправьте мне его адрес. Сын мой умер от тоски по родине. Кто знает, как было. Мама, отец, я уезжаю далеко. Пришел с вами проститься и получить ваш алгыс благословений. Теперь меня здесь ничего не держит. Учредительное собрание и земства распались. Моя мечта, выношенная еще с Томска, о великом Иле Якутии, треснула. И потом Наташи моей не стало. Умерла при родах. Что делать, сынок? Так случилось. Мужчина должен быть крепким. Ты ведь из рода Ксенофонтовых. Василий и уполномоченный. Здравствуйте. Народ говорит про вас, что вы очень мудрый старец. Вы вот, оказывается, какой. Очень рад познакомиться с вами. Я уполномоченный в ЦИКа. Да, я слышал. Ввиду того, что здесь сложилась особо сложная обстановка, меня откомандировали сюда из Москвы. Я знаю. Я подробно ознакомился с программой конфедералистов. В ней очень четко и правильно показана ленинская национальная политика. Ваш сын, оказывается, большой ученый и вообще очень умный человек. Жаль, что местные патриоты-недоучки не нашли с ним общий язык. Этот конфликт и привел к вооруженному столкновению. Настоящие виновники будут обязательно наказаны. Эти так называемые патриоты-недоучки ведь тоже наши же дети, наши якутские дети. Мы бы без вмешательства со стороны сами бы во всем разобрались. Воспоминание 8. Иван, Василий, Катерина. Отец, мама, это я, Иван, живым вернулся из ада. У меня есть письмо, я искупил вину. Теперь я свободный, буду жить мирной жизнью. Но теперь меня с ярлыком врага народа не возьмут учителем в школу. Но ничего, я на Беломор-канале не такую еще работу выполнял. Мне сейчас никакая работа не трудна. Я и физическим трудом смогу семью свою прокормить. Сынок, Иван, мы с матерью совсем по-другому думаем. Как? Послушай отца. Чекисты тебе тут спокойно жить не дадут. Так что тебе нужно поехать на север. Ты должен поехать в Анабар или Колыму и жениться там на местной женщине и продолжить наш род Ксенофонтовых. Род наш не должен прерваться. Твое предназначение таково. И дочери мои, Татьяна, Евдокия и Елена, тоже должны отсюда уехать. Такое время настало. Выйдите замуж за нареченных вам женихов. Слушайте мой наказ. Вы родите и продолжится род не только Ксенофонтовых, но и других представителей всего хангаласского улуса. И они станут достойными патриотами своего народа. Если же вы будете легкомысленны и беспечны, то народ наш потеряет свое лицо как народ. Не будет у него будущего. Не бойтесь, преодолевайте трудности жизни. Идите вперед, учите потомков своих мудрости предков. Никогда не забывайте, что вы матери. Высоко и гордо несите имя свое. Пусть продолжается род, пусть процветает хангаласский народ. Слышите меня, люди хангаласского улуса? Эти слова предназначаются вам. У вас у каждого за спиной свернуты крылья. Вы должны выбрать свой правильный путь, и тогда эти крылья развернутся. Обретут силу и мощь. И тогда вы, как орлы, взлетите высоко в небеса. Первый дождь намочит вам крылья. Ветер будет мешать вам лететь.
но вы стойко должны бороться с невзгодой, а не то вам на землю лететь. Ваш ум, смышленность поможет перенести все невзгоды, чтобы дальше парить в вышине. Все предвидя издалека, помогая народу Саха. Молодежь хангаласская, слышите? Ну что ж, возвращаемся в студию. Вот эти слова нашего любимого, уважаемого Василия Егоровича, вот как напутствие, да, молодым драматургам. Я только сейчас подумал, что вот, видимо, как-то символично так совпало. И вот вы все тоже были с ним знакомы, да, с Василием Егоровичем. Многих, конечно, опекал, многим стал таким вот человеком, гуру. Хочу спросить у вас, как вот сложились первые шаги в драматургии, каким образом вы себя стали ощущать как драматурги. Тема нашей встречи как раз вот первые шаги и роль гуру в творческом становлении. Пожалуйста. Я, наверное, начну. Я вообще, еще, наверное, с детства мечтала быть писателем. В 6 лет у меня была общая тетрадь. Мама подарила мне ручку и вот эту тетрадь, и я туда записывала разные истории свои. Там что-то там такое, моя Мурка, мои овощи, что-то такое, маленькие короткие сочинения, и представляла, что вот это все потом станет книгой. Вот. А вот именно конкретно, если говорить о драматургии, то это было в 2015, по-моему, году. Объявили конкурс драмы, журнал «Чулбон», литературный журнал «Чулбон». Вот. И коллега моя, Анна Егоровна Винокурова-Аисхана, сказала, вот, Ираида, говорит, напиши, говорит, у нас так мало авторов. Напиши, говорит, что-нибудь, просто чисто поучаствуй. Вот у всех разный опыт. Вот как раз Ираида является ответственным секретарем «Полярной звезды», журнал «Полярная звезда». Чулбон — это сахаязычное, получается, вторая часть издания, которая как раз-таки на якутском языке. И они проводили конкурс на якутском языке тоже. На якутском языке. Вот. И так родился новый драматург. Конечно, опыт у всех разный, кто-то ставился, кто-то еще нет, кто-то только в конкурсах участвовал, кто-то в читках. У вас уже есть как раз-таки постановки, да, по вашим произведениям, поскольку вы же на местном материале работаете, да? Я, можно расскажу, да, тоже? Пожалуйста. Расскажу. Я вообще раньше думал, что я случайно сюда пришел, да, то есть в драматургию. Как раз-таки меня позвала Надежда Ильина. Я тогда работал, и она позвонила, говорит, сегодня лаборатория драматурга будет, Вячеслава Дурненкова. Тебе это интересно? Мне, конечно, все интересно, да, все новое. Я пошел туда. И, все закрутилось, завертелось, и этим летом я написал свою первую пьесу. И в тот раз, когда Владимир Федоров рассказывал свою историю, да, «Созвездие Марии», у него какая-то первая пьеса, да, постановка, он там, он упоминал у него там ролей было 20 с чем-то, 5 или как-то. У меня тоже схожая ситуация была. У меня в первой пьесе ролей 38. Я не знал тогда, что законы драматургии, да, что, может, артистов не хватит. Просто написал. И потом мне все это потом уже объяснили. Что то есть это вообще первый опыт был? Да, первый опыт. В рамках семинара, да? Я летом сено косил и вечером писал. Все время я думал, да, у меня такое, да, воображение с детства. Оно такое постоянно, но в другом мире я обитаю, когда пишу, да. Это у меня как хобби получается. И у меня сейчас 2 пьесы должны поставить, не должны, просто в Сунтарах 2 пьесы ставятся, и пока все. А так я вообще написал 5 пьес. 5 пьес. Хорошо. Надежда, пожалуйста, у вас как сложилось? Я тоже присоединюсь к Ираиде, потому что в детстве я со своей подругой играли в куклы, двигали этими маленькими куклами, и у них были свои нравы, характеры, сюжеты, эти. И как-то я вообще пишу стихи, и
драматургии я, когда училась в факультете якутской филологии, заместитель декана позвала Дора Васильевна и дала мне задание написать мюзикл. Я покопалась, почитала и написала. Должны были ставить в тогдашнем Якутский государственный университет студенты. Режиссером был Сергей Потапов, режиссер. И тогда то, что я написала, он посмотрел, почитал и оставил только моих героев. Пришлось мне с ним заново все это написать. И это была первая постановка, которую поставили в культурном центре Государственного университета. Затем в моей родине, в Медико-Николаевском Улусе, несколько раз ставили «Выпущенная стрела». Молодой режиссер Данил Осипов. Это инсценировка про нашего национального героя Манчары. Есть участники конкурса, которые ознакомились с вашими произведениями, которые были опубликованы на сайте школы драматургов, и они прислали свои вопросы по вашим произведениям. Пожалуйста, первые вопросы были от Уму Захарову. Случай с девушкой произошел в жизни или это случай, выдуманный вами? Это имеется в виду заболевшая энцефалитным клещом, да? Такой вопрос от Марии Семеновой из Нюрбы, пожалуйста. Но этот случай произошел в жизни. Могу, кратко рассказать. Я люблю шариться в старом хламе, да? У меня есть дедушкин амбар, там все завалено старыми вещами. Я нашел оттуда один ящик, она была полностью забита письменами, да, там письма были. Моя мама, когда в молодости, она переписывалась со всей союзной республикой, да. И там это некрасиво, да, с моей стороны, но я как-то хотел понять, молодость моей мамы, да. Я начал читать, да. И там было 2 или 3 письма от женщины по имени Валентина. Она тоже из Якутии, и она писала из больницы постоянно. И я понял из письма, что она тоже была студенткой, и во время летней практики она геологом была, ее укусил энцефалитный клещ. И потом я когда хотел написать про это пьесу, я нашел ее. Но меня с ней не контактировали. Она осталась одна, у нее, по рассказам уже матери, у нее была только мать, да. И сейчас она, с тех пор она не оправилась, она, инвалид, она не может ходить, встать, говорить, вообще двигаться, да. Она недееспособная, как бы. И это меня задело, как бы, да. Ощущала, что вы работали с каким-то материалом, потому что, такое ощущение, как бы действительно письма чужие, да, читаешь. Есть письма, все это зародилось, да, так сказать. Очень интересная история. Еще один тоже вам вопрос. Почему именно Пероп убеждает мать больной девушки поверить парню? Сардана Федорова из Хандыги спрашивает. Пероп это вообще, это спутник алмаза, да, так и называется пьеса «Спутник алмаза». Да. Допустим, есть кимберлитовая трубка, да, там содержание алмаза бывает очень, маленького, да, так сказать. И постоянно геологи, когда они шурфу делают, да керны вытаскивают, они ищут именно пероп. Если, допустим, там есть пероп, который больше там бывает, чем количество алмаза, да, если там бывает пероп, то там точно есть алмаз. И поэтому пероп называется спутник алмаза. Она кровавого цвета, такого тоже, багрового, да, она тоже, это тоже минерал камень. И, как он убеждает? Почему? Потому что девушка понимает, что это, что это общая цель геологов, да, понимает, что именно пероп, она Валентина, да, настоящий герой, она по рассказам матери, она была самой передовой ученицей, ее хотели куда-то еще в аспирантуру, куда-то туда, в центральный город туда отправить. И один укус клеща, и все, жизнь так сложилась, да. И потому что она, когда увидит пероп, он думает, Егор,
когда она увидит пирог, у нее вот это все возродится, как бы. Она, ну, песню я хотел вот характеризовать ее такой, ну, бойкой, да, ну, бойцом, да, стойкой такой, ну, целеустремленной. И вот это вот как бы так. Ну. А вообще, как бы планируется постановка по этой пьесе? Ну, вот учитель мой, ну, так сказать, наставник, да, Екатерина Борисовна Морозова говорит, надо в русский театр отдавать. Ну, я хотел вообще на русский, на якутский перевод. Я ее написал по Бакане. Там вообще за короткие сроки, там 3 или 4 дня было. И без перевода можно вот на русский уже как бы ставить. Ну, там на надо русском еще, языке написал? Да. Ну, там ее надо еще чуть-чуть там подкорректировать, подправить. И можно даже вот сюда. Но я пока об этом сейчас не думаю. Ага, хорошо. Так, пожалуйста, вот вопросы Надежде Ильиной. Вы бы согласились на то, чтобы по этому сценарию был снят фильм? Это вот у вас про вот эти вот Инстаграм, да? Инстаграм, да. Конечно, я бы согласилась. Согласились бы, да? И как вы относитесь к клиповому мышлению? Вопрос от Борисова Виктора. Но клиповое мышление это стало как бы частью жизни нынешнего времени, да? Все быстро, то есть, и вот этот ритм тоже вот чувствуется вот в пьесе. То есть, ну, в своем произведении вы хотели как-то поднять эту тему с тем, чтобы как-то, ну, скажем, иронизировать, да, на эту тему, может быть, высмеять, да, клиповое мышление и таких людей, у которых клиповое мощение. Да. То есть у вас отрицательное отношение, да? Отрицательное. Не одобряете. Да. Так, хорошо. И вот к Ираиде Поповой тоже вопросы. Описанный в произведении случай произошел в действительности. Откуда появилась идея воронки? Ну вот идея воронки, она у меня очень давно была. Я вообще сначала представляла вообще, что это будет прозаическое произведение. Я просто представляла, что это все будет происходить просто внутри воронки. Что там вот 3 человека, советский солдат, немецкий солдат и медсестра. Вот. И вот это вот как бы я представляла вот это событие только в одной только воронке. А потом вообще у нас такое это есть интересное явление. Наши девушки выходят замуж за немцев. Вот. И каково это вообще их дедам? Вообще, вот, каково вообще все вот это вот переживается, да? И вообще вот я вспоминала своего деда, как он прямо говорит, я старый коммунист, как вы можете мне так говорить, да? Ну, то есть вот, новое мышление, он не мог это принимать. И вот это вот, потом уже я вот это вот тоже вклинила в эту часть, и мне кажется, ну, вот это вот самая сильная часть, когда дедушка не может принять то, что внучка выходит замуж за немца. Хотя он не понимает, что сейчас уже совсем другое, фашистов нет, но вот, как вот эта вот боль вот это остается на всю жизнь. И воронка наша, вот уже у нас наша воронка, в которой мы не воевали, но наше поколение вот эту воронку тоже несет в своей душе. Ну вот в большей степени, конечно, наша школа, она направлена на то, чтобы рассказать вообще, какие есть возможности, какие есть темы, какие есть пути развития. Вот я помню вот тоже ваши работы, которые вы представляли в рамках семинара лаборатории, да, лаборатория драматургии, и тоже вот мы там работали, вот с Вячеславом Турненковым обсуждали наши работы. Вот потом у вас были поездки, да, на фестивале, на школы современной драматургии. Вот что вы для себя вынесли из этого? Какие у вас вообще впечатления? Надо ли это вообще? Нужно ли это? Хотите ли в дальнейшем тоже участвовать? В прошлом году осенью мы поехали в фестиваль «Ремарка», да? В город Красноярск. Ну, мне кажется, ну я как новичок скажу, что это отличная возможность увидеть все со стороны, да. Вот. Там просто, там как современный театр, да, они говорили какой-то. Да. Вот. Жанр вообще мне непонятный был, но люди, значит, понимают, значит, может быть, так надо, да. Там были читки 4 дня, да? Да. 3-4 дня именно современных пьес, затрагивали различные темы, и после читок обсуждали. Обсуждение пьес, где вот, И какие у вас впечатления? Впечатления, конечно, очень хорошие, потому что для себя
очень многое мы освоили вот эти. Ну, у вас какие-то есть, тоже появились какие-то да, планы, да, Да. какие-то идеи появились, да? То есть вы хотите продолжать, у вас окрепло ваше желание вот состояться, да? в драматургии? Да, ну, конечно. И еще вот до Нового года, вот в декабре тоже зимой, мы ездили в Абакан, в Хакасию. Ну, это было уже Школа. да, драматургов, ну, национальной драматургии, да. Вот, и, ну, вообще этот уникальный, так сказать, проект, да, который вот проводит город Москва, именно вот по национальной драматургии. И он уже проводится, если не ошибаюсь, уже 6-й или какой-то раз. И там ты общаешься именно вот с писателями, драматургами. С теми, кто в национальной драме. Да, да. И нас всех разместили в одну гостиницу, и мы там как, ну, мы так просто шутя называли тюркский конгломерат, да. Ну, там из Алтая было, там с Хакасии, с Тывы, ну, из Саха, как бы, да. И там уже идет настоящее обсуждение. И то, чего я никогда не, ну, еще до этого не понимал, я все там обрел. Там, ну, отточили мой, как сказать, мой стиль, да. Просто сказали, что ты пишешь, как вот эти, ну, назвали двух людей, и ты пишешь, как они, и тебе надо их пьесы читать. И все у тебя, ну, как бы пройдет. Ну, пока я их не читал, но я их помню, да. Ну, и с советом очень хорошо помогают вот это. Там каждый день он был тоже как бы уникальный. И вот тоже вот Надежда говорила, вот обсуждение вот после пьес, вот это очень помогает. То, что ты не можешь понять, не мог понять, да, они обсуждают и как бы дополняют тебя. Что, ну, ты понимаешь, что надо вот даже, я вообще, оказывается, не так смотрю, да, не так понимаю, а надо вот так еще вот смотреть. И вот обсуждение вот это вот, ну, самое вот это, ну, как сказать правильно, ну, да, вот необходимая, ценная вот, именно часть. А вы там работали, вы там что-то свою, ну, создавали там в рамках школы, да? В Хакасии? Да. Да, Ну, мы там пьесы Хакасии писали. Сами писали, да? Ага, ну, я помню свой первый И день, вот как вот, про Перов было, да, мы отсюда уже поехали туда, ну, с почти готовыми пьесами, да, с текстами. И как я помню, вот первый же день разорвали мой текст и выбросили, и сказали, это не пьеса, сиди и пиши. Я закупился там с книгами, я, ну, просто меня поставили перед выбором. Пишешь, ты с нами, нет, ну так бы не с нами, да. Я пошел в гостиницу, зашел и начал читать, как вообще все это. И вообще первый раз тогда я интернет включил, да, а вообще как писать правильно, да. И нас разместили, мы там жили с парнем с ТВ, Кижик, да, вот переводится с части, он, ну, гордится своим именем, он такой, ну, молодец парень, да, молодой. И он говорит, он научил меня многому, как надо вот сначала план строить, да, ну, план пьесы делать, как надо вот, ну, людей характеризовать, вот все это, через все это вот переплеталось, и вот за 3-4 дня уже, ну, пьеса была уже полностью все поменено. А вот это вот про Перов, это последняя твоя работа, да? Ну, да. Вот, ну, я участвовала вот на семинаре Василия Егоровича Харсхала, и вот это на этих мастер-классах Дурненкова, Владислава Дурненкова. Вот, а желание у меня действительно есть огромное. Вот, ну, у меня, ну, я как бы пьесы вот эти пишу. Вот, мне сейчас около 6, наверное, пьес написанных, и, ну, одну из них вот Сунтарский театр тоже собирается ставить, вот с Ириной Митиной работаем. Перспективно публиковать пьесы, да? Конечно, я вообще помню, что когда я была ребенком, вот, мама все время читала нам вот эти вот пьесы. Я даже в дошкольном возрасте помню, что она читала эти пьесы, и это было очень интересно. И я даже помню, что люди вообще выписывали вообще «Полярную звезду» и «Хутугусулус», ныне Чолпон, который, именно из-за пьес, потому что это было очень интересно, ну да, это очень интересное чтение, и иногда даже можно было читать по ролям, это уже такая домашняя читка получается. Это тоже очень интересно. И, ну, с учетом того, что у нас много народных театров, да, я думаю, это тоже такой бесценный материал на родном языке, допустим, да, и
на местную тематику произведений, как раз таки то, что можно вот осуществить именно в качестве постановки. Мы очень рады видеть и слышать наших экспертов. Ваши пьесы еще у нас не ставились в нашей театральной республике, а у нас очень насыщенная театральная жизнь. Пожалуйста, Михаил, как вы на это смотрите? Добрый день. Я сегодня появился, во-первых, с целью всех поприветствовать начинающих драматургов, делающих свои первые шаги в театре, и тех, кто уже уверенно вступил на эту территорию. И мне кажется, это очень важно, то, что происходит, потому что начинающему драматургу, конечно, нужна поддержка. Не только потому, что всем людям нужна поддержка, а потому что профессия драматурга – это профессия, непосредственно связанная с театром и с людьми, которые находятся на территории театра. Да. Драматург отличается от прозаика тем, что он работает в коллективе. То, что он делает, это предложение не всему миру, да, а постановочной группе. Да. Это предложение режиссеру, артистам, художнику и так далее. Да. И, соответственно, это все накладывает какой-то отпечаток на профессию и на то, как должно выглядеть произведение, да, пьеса, некое представление, да, предложение, скажем так, театру. И если говорить про первые шаги, да, в театре, то, конечно, очень важно, чтобы драматурги общались между собой, находились в каком-то коллективе, слушали пьесы друг друга, потому что только так происходит какой-то внутренний рост автора, происходит его становление, скажем так, да, отталкиваясь от того, что происходит вокруг, потому что драматург — это профессия абсолютно практическая. Вот я преподаю, уже довольно давно преподаю и занимаюсь воспитанием молодых драматургов, и понял, что вот в современном мире, в современном театре, да, драматургия — это настолько обширное понятие по сравнению с тем, наверное, образом драматурга и представлением о пьесе, которое было во времена Чехова, что это просто совершенно несопоставимо. Да? Если раньше можно было теоретические какие-то основы дать человеку, прочитать лекции, почитать учебники и как-то понять, что такое драматургия сегодня и что такое пьеса сегодня, то сегодня этого уже недостаточно. Без живого контакта с театром, без понимания того, как текст работает на сцене, драматургом сегодня стать невозможно. Да? Это совершенно связанное с тем, как устроен театр, профессия. Поэтому мне кажется, и тут я опираюсь на свой собственный опыт, да, первое, что важно, это важно писать пьесы, не останавливаться, да. Второе, это быть в профессиональной драматургической среде, слушать пьесы друг друга, читки, вот хороший способ, да, сегодня мы, надеюсь, одну из читок услышим и увидим. И это очень тоже важно, да, такая лабораторная среда. И лаборатория — это вообще, в принципе, такая теплица, да, где драматург может ошибаться, может пробовать, не опасаясь того, что этот результат повлечет там какой-то что этот результат не окажется каким-то негативным не только для труппы, которая ставит, да, его пьесу, но и для зрителя. Поэтому, мне кажется, лаборатория — это вот такое место парниковое, очень важное, которое наша задача педагогов и преподавателей драматургического мастерства создать вокруг молодого драматурга. Ну и очень важно, конечно, присутствие живого театра. Текст написанный, текст звучащий,
Это совершенно две разные ипостаси, и нельзя в драматургии оставаться только на пространстве литературы. Нужно постоянно пробовать текст сценически, да, смотреть, работает он или нет, не остается ли он описательным. И самое главное, есть ли в нем пространство для других. Вот что характеризует пьесу по сравнению с прозой или там, поэзией. Да. В драматургии, в пьесе должно быть пространство для самовыражения других художников, для режиссера и артистов. Каждый должен найти там что-то свое. Так вот говорят про пьесы Чехова. Да. Мне кажется, что очень важно не только там, присутствие преподавателей и гуру, которые понимают, да, как устроена пьеса, но важен сам непосредственный опыт встречи драматурга с театром. И мне кажется, что задача любой лаборатории, задача любой воспитательной какой-то среды – это создание этого пространства. То есть вот я, например, в своем преподавании стараюсь, чтобы там, мои студенты не оставались только писателями букв на бумаге, а были еще практиками театра, и все свои, даже самые какие-то первые студенческие работы тут же пробовали там, с друзьями в театре и так далее. Да. Вот, поэтому желаю вам и нам, и всем, кто в этом деле прекрасно участвует, помочь молодым авторам найти свой голос, создать такое пространство и приложить к этому все усилия, потому что драматург — это докладчик реальности, да, это тот человек, который приносит реальность в театр, который так любит замыкаться на самом себе и делать произведения об искусстве. А театр — это все-таки про жизнь, про общество, про то, чем живут люди сейчас, чем общество интересуется, какой сегодня самый главный конфликт, да, какая повестка дня самое важное, да, и какое место человека в мире. Вот эти и экзистенциальные, и актуальные проблемы рассматривает театр, и прежде всего это то, чем должен интересоваться драматург. Вот. Михаил, спасибо, но мы не можем упустить возможность задать вам вопросы, пожалуйста, вот наши. Можно, да? Пожалуйста. Михаил, здравствуйте. У меня такой вопрос. Как быть с непоставленными пьесами? Может, их надо как-то откорректировать, да? Или можно и смириться, ну, как бы в жизни бывает? Мне повезло, у меня нет пьес, которые не поставлены, и последние там, годы, в общем-то, я работаю с театрами и для театров, поэтому каждый раз, когда я приступаю к работе, я знаю, когда и где и с кем будет постановка. Вот. То есть я такой практик театра. Но мне кажется, что время таких пьес вообще, да, оно немного проходит в том плане, что театр очень разнообразный, и у каждого там вида свои какие-то запросы и свои интересы, и даже там, не знаю, разные города хотят разного. Поэтому драматург это тот человек, который может вовремя там, среагировать и тут же что-то написать. Да. Вот сейчас, там, буквально через несколько дней у меня будет премьера в Театре Современника большой документальной пьесы про первые годы создания этого театра, 15 мая. Такой юбилейный спектакль про то, как Современник создавался, когда Ефремов, Волчек, Евстигнеев, Кваша и прочие собрались вместе, не по указке сверху, да, не государственным способом, а сами решили создать такой театр. Это очень тоже, мне кажется, интересная история и про театр, и про его существо. Такая пьеса могла быть создана только, ну, скажем так, по заказу, да. И это такой частный пример работы драматурга сегодня с театром. Спасибо. И еще вопрос? Я очень часто слышу совет, что вот говорят, ты вот просто напиши
отдай и уходи, а они там сами все сделают. А вот из вашего опыта, как вы вообще вместе потом что-то делаете, дорабатываете по просьбе режиссера или как, или даете полностью им самим заниматься этим? Это зависит от способа работы, да. Если это работа с конкретным театром, да, как конкретное какое-то вот событие, ну, как я вот рассказывал про «Современник», да, то я, конечно, сопровождаю эту постановку до последнего момента, да, и вот сейчас с вами тут договорю и побегу в театр, потому что там на сцене что-то все время меняется, меняются там в зависимости от мизансцены и реальных артистов, каких-то условий, я тут же могу, имею возможность что-то переписать. Но если эта пьеса, написанная, скажем так, не имея в виду какой-то конкретный театр, да, то я уже чаще всего сталкиваюсь с результатом постановки. И здесь, конечно, для драматурга должна быть большая выдержка и опыт, потому что это никогда не совпадает с тем, как написана пьеса. Присутствие другого человека, оно и меняет эту пьесу, и то, как себе драматург представляет постановку, никогда не совпадает с тем, что происходит на сцене. Но это тоже какой-то опыт, да, и мне кажется, молодому драматургу тоже это нужно как-то осознать и принять, да, потому что никто не будет делать слово в слово, как у него написано. Ну, то есть, может быть, реплики сами поменяются, но там поменяется место действия и что-то еще, в зависимости от каких-то реальных условий. Вот, в этом случае я вот как-то воспринимаю это все с интересом. Мне кажется, что мне важно не чтобы пьеса была моя поставлена, а чтобы был сделан спектакль. Да? И тут большая смысловая разница. Да? Мы работаем на спектакль, а не на постановку пьесы. Спасибо. И просим подключиться Петергоф. У нас на связи Центральная районная библиотека. Добрый день, дорогие коллеги. Надежда Кузнецова, руководитель секции драматургии Союза писателей Санкт-Петербурга. Надежда руководит секцией не так давно, но как участница, в общем-то, и как член Союза писателей, вот давно в драматургии, в писательском деле. При Союзе писателей Санкт-Петербурга открылась мастерская драматурга под руководством Бориса Александровича Гуллера. Последний год, коронавирусный, мы занимались онлайн. На самое первое занятие 7 лет назад пришло около 100 человек. За 7 лет осталось 15 человек. Драматурги — это действительно особенная такая каста литературная, я считаю. Это, как правило, большие индивидуалисты, и поэтому сообщество драматургов, оно и не может быть многочисленным. Я всегда считала, что необходим какой-то наставник в драматургической деятельности. Но, по моему мнению, самым первым наставником должен быть все-таки ты сам себе. Потому что, чтобы воспитать именно драматургический вкус, чтобы понять, чем драматургия отличается от прозы, чтобы нащупать драматургическую эту пружинку внутреннюю, нужно очень много читать пьес различных драматургов. И я для себя выдвинула такой лозунг: читай, выбирай и повторяй. Повторяй в смысле учись на том, что ты понял. Для меня гуру в драматургии — это Шекспир, это Михаил Булгаков и его пьесы, это Максим Горький с его драматургическим наследием, и это испанский драматург Алехандро Кассона, чьи пьесы с юности, когда я их видела в театре, стали мне душевно близки. Поэтому
заниматься необходимо. Я хотела бы еще подсказку такую сделать. В России существует гильдия драматургов России. Принимают в гильдию всех, у кого есть хотя бы даже одна постановка в профессиональном театре. Чем занимается гильдия драматургов? Проводит различные конкурсы. Вот во время коронавирусной инфекции были конкурсы, посвященные этому самому коронавирусу, и онлайн устраивали читки. Пьес, поступивших на конкурс, отбирали лучшие, были награждения, и были отмечены многие пьесы зрительским жюри. Поэтому, если у вас есть желание расти профессионально, то есть уже крутиться вот в этом соусе профессиональных драматургов, то я советую вам подать заявку в гильдию драматургов России, и в интернете вы найдете их сайт, почитайте о них. Это очень полезно для внутреннего развития. Ну, про саморазвитие я уже сказала, и так как у вас все-таки в Якутии уже создано драматургическое сообщество, нужно этому только радоваться, гордиться этим и продолжать вот заниматься, расти, устраивать конкурсы различные. Я только приветствую то, что вы объединились в сообщество, и у вас такие замечательные молодые драматурги. Пьесы, отрывки, вернее, из пьес я прочла, и если у нас будет такая возможность, мы потом практически поговорим, потому что у меня есть вопросы. Я представляю Евгению Алексееву. Евгения тоже драматург, филолог по образованию, преподаватель и основатель проекта «Коронадрама», который довольно сильно нашумел за минувший год в связи со всеми известными событиями, но и не только. Значит, дело в том, что такая проблема существует, что нет таких однозначно хороших учебников по драматургии. Вот. Мы читали Аристотеля и Гегеля, что, конечно, не лишнее, про теорию драмы, я по-прежнему это всегда всем рекомендую. Можно читать замечательные учебники по киносценаристике. Маки, Роберт Маки, известный учебник «История на $1 миллион». Линда Сегер, у нее несколько известных учебников есть. И это все замечательная теория, которая может быть полезна и для театральных драматургов. Например, и про действия, про конфликт, про диалог, как это все писать, это, безусловно, очень важно для пьесы. Но, конечно же, прежде всего необходима обратная связь, когда ты учишься драматургии. Поэтому существует очень большое количество курсов, существует огромное количество, в том числе онлайн-курсов. Есть за большие деньги, есть совершенно бесплатно. Вот, например, Creative Writing School недавно, по-моему, они каждый год это теперь делают, весной, в годовщину смерти Михаила Булгарова, бесплатно выкладывается его курс «Как писать пьесу». Замечательный курс, я тоже его всем рекомендую. Можно учиться, конечно, индивидуально, face-to-face. Многие драматурги преподают, честно говоря, очень многие преподают, даже я преподаю, на разных курсах, и в том числе индивидуально. Существуют, конечно, творческие вузы, известные в Москве, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, где учатся драматургии. И тут, как уже сказал предыдущий оратор, что очень важен мастер. Нужно смотреть, если вдруг решаетесь на такой серьезный шаг, нужно смотреть, к какому мастеру вы идете, да, как он работает, что он пишет. И главное, что пишут его ученики. Очень важно сказать про драматургические конкурсы. Михаил Дурненков выступал некоторое время назад, и мы не очень хорошо, к сожалению, слушали его выступление, поэтому боюсь, что я повторюсь. Но очень полезно следить за драматургическими конкурсами. Например, «Ремарка», например, конкурс молодой драматургии «Любимовка», который не столько конкурс, сколько еще и фестиваль. То есть пьесы шорт-листа и не только шорт-листа, пьесы, специально отмеченные ридерами, они читаются, они обсуждаются. И вот этот вот момент обсуждения, присутствия на
вот на обсуждение, безусловно, полезен, потому что высказываются разные точки зрения, и вы слышите, что понравилось, что не понравилось, что было отмечено, чем это актуально, чем это круто, или какие-то слабые места, да, соответственно, высказываются разные мнения, тоже это очень хорошо. Также на Любимовке проводятся мастер-классы абсолютно бесплатные, соответственно, это офлайн, вживую в Москве, и онлайн, соответственно, везде, это сентябрь. Самое начало сентября фестиваль драматургии Любимовка. Также здесь конкурсы тематические, за этим надо следить. Например, Ельцин-центр проводит вот сейчас, недавно совсем у них закончился прием пьес. Это были пьесы, посвященные 90-м годам. В любом жанре, но вот про 90-е. Есть конкурс «Своя территория». Павел Лунев имеет к этому отношение, театральный критик. И «Своя территория» — это пьесы про подростков, пьесы для подростков. Освещаются разные темы, но для возраста от 14 лет. Есть, был тоже недавно конкурс, посвященный годовщине началу Великой Отечественной войны. Тоже, соответственно, можно было бы присылать туда пьесы. Фестивали тематические, феминистские есть. Вот, кстати, если это близко, опять же, фестиваль «Ребра Евы», они проходят раз в год весной, офлайн в Петербурге и онлайн тоже. И у них замечательная, в том числе образовательная программа, бесплатно можно участвовать, подать заявку и учиться драматургии. Я у них преподавала в прошлом году летом. Это такой фестиваль быстрого реагирования на ситуацию. Фестиваль «Коронадрама», который состоялся год назад во время локдауна, когда все закрыли, и люди не знали, как с этим жить, как на это реагировать. И мы организовали вот такой фестиваль, конкурс мини-пьес на тему коронавируса и всего, что с ним связано. Было 3 этапа. Сначала «Коронадрама». Конкурс получился международным, потому что прислали очень много пьес, не только из Санкт-Петербурга, Москвы, не только из разных городов России, но и из Украины, Беларуси, Польши, Италии, Испании. Слушай, из Якутии не было. Кстати, из Якутии не было, к сожалению. Вот. Может, к счастью. Не знаю, как это проходило там. Да. Ну вот, как мы знаем, конкурсов было много, да, и вот на это откликались режиссеры, у нас получился спонтанный волонтерский очень большой проект, было много читок сделано онлайн, были сняты фильмы, и вот последний этап коронадрамы у нас был коронаскоп, посвященный онлайн-образованию, когда школы в Москве были закрыты, вузы много где, в том числе в Санкт-Петербурге, были закрыты, и нам казалось важным осветить эту тему, и вот мы делали конкурс про это. Вот, то есть вот это все нужно смотреть, это все нужно искать, информация есть тоже в интернете на сайте, все конкурсы. Да, есть такой сайт, очень полезный, можно всем рекомендовать, и драматургам, и прозаикам, и поэтам. Все конкурсы, по-моему, .ру, да? Все конкурсы .ру, у них там есть подписка, то есть не обязательно каждый раз ходить на сайт, можно один раз подписаться, указать свою электронную почту, и будете получать рассылку. Евгения, по-моему, обрисовала столько возможностей по обучению и онлайн, и офлайн, и конкурсов, что я боюсь, как бы она не переманила ценные кадры из Якутии. Будьте осторожны. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить Евгению. Мы немножко общались по электронной связи, вот по одному моему произведению. Вообще, на самом деле, такое общение очень многое дает. Алина Карпова является организатором международного форума для молодых писателей России, стран СНГ и зарубежья «Липки» фонда Сергея Филатова. Я один из организаторов форумов молодых писателей, которые, в общем-то, проходят уже 20 лет. Это мероприятие уникально тем, что фактически писатели со всей страны и даже из стран СНГ и зарубежья, примерно это варьируется от 130 до 160 человек, ежегодно участвуют в таком большом мероприятии. Этот семинар представляет журнал «Современная драматургия». И, в общем-то, что хорошо,
авторы лучших работ могут попасть в этот журнал. А особенность этого журнала в том, что он есть во всех театрах. И таким образом у авторов пьес есть возможность попасть на театральную сцену. Участие бесплатное, если вы попадаете в список участников, вам оплачиваются билеты туда-обратно, и неделю вы погружаетесь в литературную такую жизнь, где обсуждают ваши тексты и дают вам обратную связь, которая, безусловно, очень важна. Алина, спасибо большое. Спасибо. Спасибо вам. Поаплодируем. Спасибо. Сейчас мы тогда просим опять подключиться Петергоф, Центральная районная библиотека. Мне очень понравился выбор тематики молодых драматургов Якутии. Я достаточно много читаю пьес современных, и мне показалось, что вот в своем выборе, я вам аплодирую, потому что 3 человека и 3 совершенно разных тематических направления, причем эти темы актуальны в современном мире, о них интересно узнавать, интересно читать, интересно, что думает современный человек на эту тему. Поэтому вот по тематике мне показалось, что вы большие молодцы. Первый отрывок, который я прочитала, это отрывок Утума Захарова. Казалось бы, укус клеща. Несмотря на то, что я не прочла пьесу целиком, по этому отрывку уже видно, насколько автор умеет мыслить метафорами. То есть вот его диалоги достаточно метафоричны. На мой взгляд, диалоги всех 3 авторов немного напоминают прозу. Надо бы поработать над диалогами, потому что многие диалоги – это как вы бы писали в прозе. В драматургии такое невозможно, то есть там совсем другой драматургический язык. И когда длинные пружинка, накал, мы просто засыпаем. Поэтому вот над диалогами надо подумать. По выражению, опять же, по стилистике, Надежда Ильина, я просто влюбилась в этот маленький отрывочек пьесы «Лайк», но все-таки необходимо продумывать, опять же, динамику. Пьеса о новых реалиях, а мысли немножечко старые. То есть тут нужно, если ты выбрал такую тему, то нужно под эту тему выбирать и словарный материал, и выстраивать композицию. Но это вкратце, конечно, не буду анализировать подробно. Если говорить о пьесе Ираиды Поповой «Воронка», то про тему я уже сказала. Вот сам этот образ, когда в одну воронку попадают 3 вот эти вот человека, это интересно, это действительно драматургический ход. Но я, видите, опять же, сужу только по отрывку. Получилось очень натянуто. Нужно вот эту тему попадания в одну воронку, ее нужно развить уже в современном, вот этом, при современной встрече. То есть... один снаряд попадает дважды в одну и ту же воронку. То есть вот автору, возможно, над этим стоит подумать. Некоторые моменты мне показались нелогичными именно в русле вот драматургического действия.
Если бы это был рассказ, все нормально, этих бы вопросов не было. Но драматургическое действие – это нечто другое. Поэтому здесь какие-то вещи нужно совершенно смело выбрасывать. То есть это хороший образ, но он лишний в драме. Потом, если вот судить по этому отрывку, мне, например, непонятно было, почему Марта Ивановна вдруг становится агрессивной по отношению к Егору. Вроде бы никаких предпосылок к этому из текста я не увидела. Поэтому вот этот вот момент ее агрессии нужно объяснить, нужно подвести к нему, чтобы зрители, читатели понимали, откуда вдруг вот она стала такой агрессивной. Еще у меня такая небольшая претензия. Вы обозначаете даты. С одной стороны, это хорошо для прозаика, для драматурга это вещь такая очень опасная, потому что у нас есть закон времени и места, поэтому здесь, если вы обозначаете даты, то они должны иметь какой-то смысл. Драматургия и вот это вот список действующих лиц и ремарка в описании действия, она очень важна, потому что важно даже, вот Чехов там пишет, дверь справа. То есть он понимает, что с этой дверью что-то будет связано, через эту дверь будет происходить какое-то взаимодействие между героями. Поэтому если вы занимаетесь ремаркой, то нужно обязательно продумать и возраст всех героев, чтобы мы тоже представили себе их, а не так, что вот Павел и Айдар у нас без возраста остались. Ну и, наверное, работа над композицией нужна, закругляюсь, нужна всем авторам, потому что все-таки, ну, вот в этих отрывках чувствуется, что что-то не то. То есть композиция, или вы пишете, как вот пишется, так и пошло, но все-таки мое пожелание, нужно сначала выстроить композицию пьесы, а потом уже писать, накладывая ваше содержание, ваши диалоги уже на четко выстроенную композицию. Не наоборот, не существует наоборот. Если вы, например, познакомитесь с материалами, как писал, ну, например, Оскар Уайльд или Алехандро Кассона, то есть композиция, там просто звездные какие-то миры, и уже вот от этих стрелочек, кружочков мы понимаем, что автор сначала выстроил весь сюжет пьесы, а потом накладывал уже диалоги и повороты судеб героев на продуманную композицию. Поэтому вот композиция – это важно. Заниматься этим необходимо. Спасибо всем, кто сегодня подошел и ну, вот, активно участвовал в беседе. Евгении большое спасибо. Я Евгении тоже очень благодарен. Мы лично с ней уже общались по почте, списывались. И действительно такое вот живое личное общение очень многое дает для дальнейшего профессионального роста. И я думаю, что вообще мне ну, тоже такой вот стимул для того, чтобы вообще этим заниматься. И как бы понимаешь, что не зря ты этим занимаешься, если идет такой отклик от профессионалов. И ваша оценка, конечно, для нас очень важна. Спасибо вам всем. Поаплодируем, да, что мы это сделали. Помашем ручками и, видимо, будем прощаться на такой счастливой ноте. Теперь мы должны подвести итоги нашего конкурса. Подписать, ну вот я так понимаю, что Виктору Борисову в первую очередь, Сардане Федоровой и Марии Семеновой. Наши журналы.
И у меня есть для наших гостей, для наших молодых драматургов тоже такой подарок. Это эпическое наследие народа Саха. Новая работа Василия Васильевича. Я думаю, что вам пригодится, может быть, вдохновит на какие-то драматургические опыты. До новых встреч. До свидания.